Я просто еще хочу сказать, чтобы было понятно, о чем этот курс, в смысле, как он будет построен. Это не то, что вот вы будете зачитывать как мантру эти тексты, они будут разбираться подробно с переводом. То есть знание санскрита не требуется для того, чтобы в этом курсе участвовать. Знание джьотиш тоже не требуется. Мы рассчитываем на то, что и люди, просто интересующиеся, могут прийти, и, может быть, потом они заинтересуются этим. То есть этот курс у нас с вами стартует как курс для людей с нулевым уровнем и в санскрите, и во всем. То есть для этого и преподаватель санскрита, который будет подробно объяснять, вот как сегодня объяснял про слово огонь, какое слово что значит, какой смысл в нем скрывается, что может здесь иметься в виду и так далее, и так далее. Естественно, что кто-то, может быть, захочет изучать еще и санскрит, вот, дополнительно, но дальше уже как бы будет видно, как пойдет. Знаете, я когда начинала учить тибетский язык, я тоже не собиралась становиться ни преподавателем, ни переводчиком, ни кем. Вот, здесь уже как это произойдет. Вот. То есть вот это вот тоже важно, чтобы вы понимали, он у нас курс для такого широкого круга. И что еще важно, у нас будет самый первый урок полностью открытый и бесплатный. Можно прийти просто на первый урок 22 марта. Послушайте это в интернете, вебинарную комнату, но чтобы просто узнать адрес этой вебинарной комнаты, надо написать, записаться на курс на сайте, вот, или там есть на сайте email нашей школы написать. Да, вот, кстати, к этому. А все это онлайн будет происходить? Весь курс будет проходить онлайн, да, весь курс проходит онлайн. Потом у нас еще доступно какое-то время видеозапись этих занятий. Ну, единственное, что мы даем их скачивать, вот, но пересмотреть их в течение какого-то определенного срока можно, потому что интернет есть интернет, там то есть связь, то нет связи. Так. А периодичность сколько раз в неделю? Раз в неделю, да? Раз в неделю, да. Ну и у нас там будут короткие циклы, то есть там 4 занятия, 5 занятие практикум, еще 4 занятия, 5 занятие практикум. То есть по вот так времени? вот будет построено. Но сейчас пока мы планируем 2 модуля, и дальше тоже будет продолжение. Ну, еще будет зависеть, конечно, от того, сколько у нас с вами наберется студентов. От этого мы тоже зависим очень сильно. Вот. Так что вот относительно того, но лучше всего просто написать школе, и вам вышлют у нас прям готовые информационные вот эти вот письма, где описано, что в курсе, когда, по где, стоимости там и тоже по написано, стоимости да? все написано, да, все написано. Вот мы работаем официально, у нас вся оплата проходит тоже официально, поэтому. А по окончанию дается какой-то сертификат? Ну, этот сертификат мы сделаем для вас от школы, но он не будет юридической силой. Нет, ну это понятно. Сейчас меня, по-моему, уже... Нет, ну сейчас редко прослойцы сертификатов, которые являются. То есть, если вы придете трудоустраиваться астрологом по сознанию нет, ну вот так вот, чтобы для Санскрит, себя. Да, конечно, сертификат у нас будет. В Индии, может сказать, канает. Может, в Индии это проканает. В Индии нам не нужно. Ну, можно будет попросить перевести сертификат на санскрит. Ну, То есть это относительно того, как он будет у нас проходить с организационной точки зрения. А по поводу модулей, то есть получается, сколько, допустим, модулей нужно пройти, чтобы какие-то вот получить знания, Это которые... уже... Это только начало Надо начать будет, с да? одного, С одного как начать. минимум, да, А сколько понимаете? он длится по времени? Ну, у нас на 5 занятий. На 5 занятий. На 5 недель получается. Да, раз в неделю 5 занятий. Но там нужно понимать, что объем информации за одно занятие очень большой. А То по есть, времени сколько длится одно занятие? 2 часа. 2 часа. Ничего, у нас с собой еще кого-нибудь. Ну и плюс еще, как бы для всех, кто пойдет на курс, там вот разобрано детально 70 шлок Придатараши Прошасты, и они как бы снабжены такими мини-уроками. То есть это вот 73 страницы, я буквально вот вчера закончил с этим мероприятием. Достаточно большое. И это, соответственно, это приложение. Да, Очень банальный вопрос. Тема была ближе к санскриту или ближе к звездам? не знаю, это как вы услышали. Ну, наверное, вопрос еще курс будет больше про санскрит или больше про... Нет, курс будет про астрологию больше. Про Джиочи и тому подобное здесь много книг. Кто изучал астрологию с самого начала, там у Зарраева и тому подобное, все. А если приобретет книгу,
он может сопоставить как-то там, Западная. Да, зарядки западной страны. да, ну, Западная астрология. да, конечно. Ну, вы понимаете, то есть как бы сопоставить-то можно, но просто Так в чем же разница? Если звезды, они и без нас, и без санскрита, там и на месте. Сейчас я выключу, пардон. Это со звезд звонят. Да, что вот как раз позвонить со звезд, да. Значит, ну смотрите, какая ситуация. По поводу сопоставления западной традиции и... Ну, какие-то фрагменты, конечно, можно сопоставить. Ну, можно вот именно вот натальный гороскоп сделать на это джиотчи и тому подобное. Но от того, Вот. что вы сделаете карту... А транскрипция уже будет там это санскрит на русском языке. Будет ли у нас итог того, что мы сами себе будем составлять потом Да. Слушайте, вообще вот я вот, знаете, что хочу за сказать? модуль взять? Нет, смотрите, какая ситуация. И в принципе, считается, что пока вы не изучите, не надо скопаться в своей карте. А. Зачем это нужно? Зачем как бы это делать? Лучше кого-то... Что изучать? Ваши курсы или вот джиотчи, которые есть в литературе, продается и так далее? Ну, конечно, курс. Стоп. Ну, это вам решать. Не, ну Мне это кажется, же, вам я решать, смотрю, что вы делать. хотите, да? Если человек в этом, вот я, например, не разбираюсь, мне, конечно, на курсы. А вы книгу смотрели? Нет, я даже не знаю. Ну, попробуйте. Я знаю, что такое джойтиш, но я Но никогда этим книги не читать в любом занималась. случае полезно, поэтому... Не, ну если в астрологии разбираетесь, вы можете Не, я сопоставлять. вообще в этом ничего не разбираюсь. Мне просто интересно эта тема. Скажите, пожалуйста, вот я услышала, что вы давно занимаетесь этими вопросами, да? А вы сами можете, например, если я к вам обращусь, например, составить мне карту? Я как астролог не консультирую. Я... Не консультируете? Нет, ну это вот как бы так, вопрос не в тему, но тем не менее. Он вам на санскрите ответит. Мы двигаем знание языков, я в основном. Ну, я просто я постеснялась спросить именно по вашей направленности. То есть вы в основном занимаетесь не джойтишем, то есть основное направление, да. а языками. Ну, понимаете, как, давайте я скажу, такой вопрос возник. Дело в том, что я занимаюсь коллективной практикой. Я занимаюсь как сотрудничеством с астрологами, как и автономно и так далее. Коллектив. И я работаю по другой методике, я не вижу смысла консультировать. Если есть проблема, как бы, я могу заниматься проблемой, могу заниматься какой-то темой. Как бы вот в таком ключе. Но не вопрос, там, когда кто выйдет замуж. Так далее. Нет, ну я просто как вы сами относитесь именно к джойтишу? То есть насколько вы в это верите, скажем? Но это же не вопрос веры, понимаете? Почему? Чему там менять верить? свою судьбу с помощью этих знаний? У вас у самого. Ну так и этим занимаюсь. То есть с собой вы работаете, со своей судьбой? С собой и с другими Мы людьми. сможем Да, с этим работать? Или надо будет выучить санскрит Нет, сначала? ну, Или слушайте. мантры можно будет какие-то использовать? Ну, смотрите, если речь идет о каких-то коллективных мероприятиях, то да, именно вот, про коллектив. про коллективные мероприятия лучше пойти на как бы, в дополнение, пойти на курс по планетарным мантрам. Вот я думаю, что он И он будет. тоже будет. Да. Вот там конкретно про коллективные мероприятия. Вот это конкретный, так сказать. Но это не первый модуль, да? Ну, это параллельный курс, который в другой направленности. Да. Мы его просто проведем чуть попозже. Он у нас запланирован. Ну, тоже почему я ратую за то, чтобы вы подписались на новости, потому что у нас много всего еще запланировано в перспективе. Мы как бы не один месяц работаем, вот, май и все. Особенно для этих людей, Вот. которые Я вообще в думаю, этом. что где-то осенью, может быть, в конце лета или осенью проведем вот этот курс, который сейчас Евгений Владимирович упоминал. То есть, понимаете, если, допустим, ну, вот люди, которые прошли, у меня есть еще очные мероприятия, да, ну, как бы такого типа, для астрологов, для людей, которые, скажем так, занимаются этими вещами, интересуются. Просто как бы
Ваш вопрос там, по поводу веры, там, по поводу чего-то, он просто связан с тем, что у вас нет опыта, да? Да, Вот все конечно. люди, которые у меня приходят в зал, Нет, у опыта них совершенно нет. потом не возникает вопросов, да, как бы какие-то там, потому что они всем там сталкиваются как с непосредственной реальностью. Не поверите, у меня даже, я никогда не делала натальную карту, у меня никогда ничего не было. Но, понимаете, этот Поэтому вопрос мне какой? интересно. Это же, вот я вам хочу сказать, что я лично пользовался услугой астролога, достаточно редко пользуюсь. И, несколько раз в жизни. Но как бы, когда в этом возникает необходимость? Как бы, какой смысл, если у вас все хорошо, если у вас Ну, если бы у меня было вам всё ничего, хорошо. нет, вам ничего не нужно, то смысл-то в этом Нет, мне вопросе как раз какой? таки нужно, я хотела как раз обратиться вот... Ну, наверное, надо Да? Да,